Еще одна авария с начала года, уже 35-я по счету. 8 марта в 18:52 на пульт диспетчера поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в сельском поселении Икажево. Столкнулись «Лада Приора» и автобус марки ПАЗ. На место выехала команда спасателей РЗИ. Пострадало 2 человека. Водитель Приоры погиб на месте, к сожалению. В Приоре только один был водитель. И в автобусе только тоже один, без пассажиров. Водитель от полученных травм погиб. На месте ЧП до сих пор лежат обломки, как напоминание о той страшной аварии. Сотрудники ГИБДД предполагают, что автобус притормозил перед бордюром, в то время как Приора следовала за ним на высокой скорости. Удар пришел по поверхности капота, зажав машину под днищем автобуса. В рамках этого ДТП проводятся оперативные мероприятия, проверка по каждому моменту, который будет, конечно, вынесено в отдельное решение. На сегодняшний день можно предполагать, что было несоблюдение скоростного режима и, конечно же, дистанции. Когда произошло ДТП, стрелка спидометра у водителя Приоры была остановлена на 120 километрах. И, конечно же, понимаем, что скорость настолько превышена была, плюс та массивность автобуса, которая ввиду чего, конечно же, человек погиб. С начала марта в авариях погибло 2 человека, 3 получили ранения различной степени тяжести. Почти каждый день сводка о ДТП заполняют новостную ленту социальных сетей. В 10% случаях они сопровождаются летальными исходами. Основная причина дорожных происшествий – превышение скорости и выезд на встречную полосу движения. К сожалению, общая статистика и общее то положение, в котором сталкивается на сегодняшний день каждый гражданин, говорит о том, что нужно каждому задуматься о том, что он делает, какие правила он нарушает. Это не просто уже какие-то нормативы законодательства, это норма жизни, которая должна соблюдаться. Поэтому ежедневно выявляются нарушители, что самое не очень благоприятное. Есть лица, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии, а за последние 3 дня именно один водитель, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, совершил опрокидывание транспортного средства, от чего были пострадавшие, и сам был госпитализирован. Поэтому нужно понимать, что вокруг нас не просто есть лица, которые нарушают скорость, есть лица, которые бывают в нетрезвом состоянии. Это все нужно воспринимать в правильном стороне, и каждому гражданину надо соблюдать правила дорожного движения. Только с начала этого года 9 человек погибли в результате аварии и 75 пострадали. Не стоит забывать, что в дорожно-транспортных происшествиях страдают дети. За год в больницу в результате ДТП было доставлено 15 несовершеннолетних. Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.